Все, умница, Куба. Сейчас, надо покушать. Немножко. Давайте. Хамзан, может ты это... Давай. Убери телефон, да, лучше убирай. Я вот щенков всех подсадили. Вот сосуд. Ну, Куба, да, такая агрессивная, чуть-чуть сейчас настроена. Да, она что-то Она агрессивная. вот, у нее непонятное действие сейчас. Давай, малыш. Или хочет защитить, или порвать. Да, ему, конечно, неудобно этому. Малышу? Угу. Давай. Давай. Малыш, вот. Он самый большой, кстати. Самый крупный. Все мальчики, все, сиди, тайга. Ой, блин, тайга, уже путаю имена. Давай, малыш. Вот. Они сами как будто ищут, какая сиська у них. Они что-то как-то плохо находят, да? Намордника нету? Есть У вас, да? Я просто посмотрел реакцию. Сейчас я просто сейчас... Куба. Просто посмотреть, стой. Куба. Стой. Она как-то к ним вообще настроена очень, да. Не, подожди. Все, Кубочка, свои, тихо. Присосался малыш. И тот тоже присосался. Опа. Проверю. Проверю, сейчас она. Чтобы не цапнуло. Угу. Все, хорошо, все. Опачка. Тихо. Так. Ты вот эту руку бери свою сейчас. Вот это? Да. Она встать, видишь, хочет, она немножко уже. Куба, держи. Надо просто... Вижу, тут риски, конечно же. Блин. Может, сперва их Она ведь убрать, встать хочет. потом намордник надеть? Не, я просто надо без намордника смотреть, будет она их облизывать. Нет? Не, мне кажется, опасно очень. Что? Ты хочешь попробовать? Куба. Куда Что хочет? Ты чего, Куба? Она как будто хватает. Может быть, тогда не стоит лучше? Она как-то настроена, смотри, очень к ним. Она животных недолюбливает, может быть, и Ну, их тоже. блин, это же свои. Ну, блин. Ну, нет материнского, да, инстинкта. Все, сейчас, Куба. Немножко тебя это, иди. Там Вега у нас бы порвала бы уже давно. Нас бы. Да, это еще вообще адекватно. Сейчас, пусть, может, рассосутся, может, она успокоится. Это вот кровь, да, зеленая. Это последнее. Угу. Сейчас, Куба, потерпи. Вот они, трое маленьких. Может, она к себе хочет Живчика. забрать, повылизывать? Да фиг его знает. Если бы хотела, мне кажется, она перекусила бы уже того, которого вы пробовали. Ну, да, Она его как, хотела прямо съесть буду или пробовать. как? Но классно зубами. Классного? Блин, может не стоит? Это прямо желтый-прижелтый. Все хорошо, свои, Куба. Свои. Что она думает, это кролики какие-то и хочет их сожрать. Куба. Не, нельзя, Куба. Куба, твои щенки, Куба. Шрам. Назвать тебя Шрам, дай бог выживешь. Это у вас мамка серьезная. Че, вам не это? Блин, просто этого... Она рычит. Не, я глотку ее пережимаю. Глотку. Она их вылизывать хочет, мне кажется. Блин, сейчас надо как-то... Намордник? Нет. Как она будет вылизывать, если у нее будет намордник? Ну да. Да, неудобно. Давай.
Что это? О. Что-то опять задышала. У нее воды достаточно, да, было? Да, у меня большая миска. Но она Часто так дышит? редко из нее пьет. А. Ну и прямо желтый-прижелтый. Как раз. Ну, это грязно, наверное. Да нет. Да? Скорее всего. Грязный? Тихо, тихо. Так, не прикусывай. Все. Все, убираем. Убираем. Да. Все, капец ему? Да нет. Чуть-чуть придавил. Добрый день, дорогие друзья. У нас вот девчата отдельно сегодня сидят. Отсадили Синая, потому что без конца гав, без остановки. Что вы, красавицы. Посмотрите, это у нас Вега уже, наверное, 4-ю тряпку срывает. Вчера вот ночью уже сделали последнюю. Сорвала, в общем. Смотрите, какие крупные уже щенки. Надо закрыть. Она их греет. Мамочка, она, конечно, хорошая. Но все же надо закрывать, я считаю. Куба у нас. Куба! Куба! Иди ко мне, девчушка, иди сюда. Иди ко мне, мамка. Ну ничего страшного, мы на тебя все равно не обижаемся. Ты все увидели, что ты хотела сделать, натворила. 2 дырки своему щенку. Ну ничего, сиди. Тайга, у тебя что, как дела? Дорогие друзья, войду в стрим обязательно в пятницу. В общем, наш конкурс переносится на неделю вперед, до следующей пятницы. Поэтому, у кого была мечта, потому что мне очень много пишут, почему вообще это сделали конкурс? Не потому что там, да, там, как вы говорите, бракованного щенка отдать, продать, получить какие-то деньги. Ну, ни в коем случае. Я еще раз повторяюсь, я этого шестипалого могу себе оставить. И, кстати, он уже не шестипалый, а пятипалый. Объясню почему. Сейчас ставлю сюда фотку. Когда он родился, у него было 6 пальчиков. И они переросли, вот тот маленький пальчик, он был 6-й, он как прибылой был по сравнению вот с остальными. И он, в общем, перерос, скорее всего, вот в 5-й. Потому что мне дядя Саша звонит, говорит, как так, типа там 5 пальцев, а вы говорите 6 пальцев. Действительно, я это увидел, но забыл это объяснить людям. Вот вам объясняю, что он пятипалый, должны быть 4 пальца. И, в общем, я могу любого другого щенка разыграть, понимаете? Это не обязательно, что именно шестипалого отдаем. Я могу и беленького отдать, понимаете? Мне без разницы. Поэтому вы так говорите, как будто я там избавляюсь от него. Ни в коем случае я от него не избавляюсь. Я его могу и себе оставить. Это раз. 2, очень много народу пишет, что у них нет денег. Ты продаешь за такую огромную сумму щенков, да что-то я себе возомнил. И таких комментариев просто очень много. Кто-то просто пишет, блин, Андрей, там у меня вот есть там 15 тысяч, я не могу больше позволить. Вот я за такую сумму. Кто-то 40 пишет, кто-то 10, понимаете? И я решил, что чтобы человек мог получить такого щенка, вот такие люди, реально, не у каждого. Почему вы считаете, если у него нет 100 тысяч, значит он будет плохо относиться к щенку или не сможет за ним ухаживать, или смотреть, или любить такого щенка? Понимаете, я Акелу купил не за 100 тысяч, да, и животные мне попали, та же Куба, Вега, не за 100 тысяч, да, это у нас Тайга обошлась очень дорого, Куба, Вега мне достались так, да, Луя мне досталась от Игоря за документы, а Алиту мне подарили,
Понимаете? Синая тоже отец мне привез. Братиша только за перевозку мы собрали как бы всем делом. И я вам так скажу, это не означает, что если человек не может заплатить 100 тысяч, он будет обращаться к нему очень плохо. Разные люди бывают, поэтому я и сказал, очень строгий отбор. И участвовать, пожалуйста, тем людям, которые действительно смогут вывести и содержать этого зверька. Понимаете, если что-то по разговору в эфире мы будем проводить, что ты, мы будем проводить эфир, и если мне что-то в разговоре не нравится, пойдем дальше. И кто-то там пишет, что как так, типа, это же розыгрыш, какое число выпало, такому отдавать. Нет, дорогие друзья, так не пойдет. Мы не разыгрываем там цепочку, еще раз сказал, или какую-то там безделушку. Мы разыгрываем конкретно живое существо, которое пойдет в очень достойные руки. И будем выбирать достойных хозяевов. Поэтому я говорю, уже участвует у нас 20, по-моему, 23 человека записалось. Сейчас здесь 2 Акела, привет. Да блин, не бойся. Иди сюда, Акела. 23 человека и в общем, ух ты, какая лапа. Красавец. И в общем, я сказал, из них, из этих 23, там 10 человек только моих знакомых, кто прям конкретно любит животных, охотников. И также, повторюсь, Александр Зубов тоже участвует. Человек участвует, который когда-то у нас брал щенка тоже у отца и прекрасно себя чувствует. Тот щенок, и за ним следят и любят очень сильно. Поэтому, дорогие друзья, вы очень сильно ошибаетесь, что можно взять и отдать так щенка. Вы все неправы, кто там пишет 90%, полностью не согласны. Вы просто не хотите понимать ничего. Вы услышали звон, да не знаете, где он. Поэтому объясняю еще раз. Щенок попадет только в ответственные, любящие и достойные руки. Мне и с монастырей пишут люди, монахи тоже вот участвуют в розыгрыше этом, тоже вот, ну, любят животных, ну, нет средств, понимаете, у людей 100 тысяч, ну, нету. Ну, вот вам возможность, да, даю возможность забрать щенка, вот, ну, не за 100 тысяч, и то, и уже, и то, и вам, и не так, и не сяк вам. Все, вот, все, что не делаешь, вам все не так. Друзья, немножко будьте, как сказать, внимательны к моим словам и что я говорю. А то послушайте минуту и выключили, или послушали там, я бы как там, никак, и пишите комментарии. Вы внимательно слушайте. Если вы что-то не поняли, еще раз переслушайте. Что, Фурия, смотришь на меня? Взгляд только кинул, перестала выть. Я надеюсь, дорогие друзья, мы друг друга поняли. Розыгрыш перенесется на неделю позже, в следующую пятницу. Не знаю, надо посмотреть, какое число. Также по Москве в 20:00. Еще будет в пятницу эфир. Обязательно зайдем, поговорим о Кубе, о щенках. Сейчас обстановка не очень накаленная, на самом деле. Все помогают как могут, но все-таки не нашли еще кормящих мамочек. Есть одна, но там как бы под вопросом все. Ольга тоже звонила, Оля Вир. Тоже там предлагала, если что, ей дадим, она будет выкармливать. Сказала, могу помочь. Так что сегодня еще оставили в больнице щенков, всех 3. И может быть сегодня вечером отвезем их к Ольге, чтобы она помогала их выкармливать. Потому что немного ситуация такая обостренная. Вы все говорите, вот Кубе ничего не подготовили. Да давайте завязывайте там, говорить всякую ерунду. Луи мама родила в будке с сеном. У Кубы была тоже будка с сеном. Не утепленная, ничего. Родила в -40. И все 7 щенков выжила. В том числе и Луя. И выросла крепкая, здоровая, мощная собака. В -40 родная сестра Кубы родила. Понимаете? В -40. Ни в отопленной, ни в какой будке. Прекращайте. Это звери не те. Это конкретные звери с дикой кровью. Ну вот так получилось, что у Кубы такое поведение. Никто не ожидал. Это такое бывает.
Вон мне вообще писали в питомнике, там 50% всех отказников мамы отказываются, и много щенков тоже бывает, что погибают. Ну, в основном они выкармливают сами. Поэтому не надо тут писать всякой ерунды. Вот так получилось просто. Здесь никто от этого не застрахован. Даже если бы я успели подготовить будку утепленную, что бы было? Ничего бы не было. Вон она была в будке, она ютилась, вышла и родила прямо на этом. Поэтому, я думаю, вопросы должны отпасть от этого всего. Вот вам большой пример. Минус 40, родила 7 щенят. Акела, ты подойдешь ко мне? Нет? Иди сюда, иди ко мне, иди сюда. Вот молодец, молодец, молодец. Да, я за тобой так соскучился. И еще говорите, вот через сетку там гладится. Через сетку и ко мне все подходят. А внутрь, когда заходишь, у них другая обстановка. Смотрите, как обгладывают. Не голодные. Не голодные. У Кубы, скорее всего, одна из точек зрения, это то, что она видела, что Синай крыла одну и вторую. Это вот одна из причин. И она не хотела, скорее всего, вообще никак реагировать на это потомство. Потому что все равно они чувствуют, одна родила, вторая родила. И вот она не хотела никакое потомство от него. Как ревность такая. У них есть такое. У Алексея Марченко можете спросить. У Александра Зубова можете спросить. Я не знаю, у Александра Зубова были такие случаи, нет, но у Марченко были. Сжирали своих щенков тоже. Убивали. В общем, такие дела. Привет, Фурия, иди сюда. Что, Вега, волчара? Просто с корнем все выдирает, все рвет. Это жесть. Все и не нравится. В принципе, не такое все замороженное здесь. Так, дорогие друзья, вот залез я в будку к малышам. Смотри, как носятся уже. Эй, вы такие интересные. Тихо, тихо, тихо. Дайте я покажу 6-й пальчик малыша. Ой, 5-й. Вот, он был 6-й в начале. Да ё-моё. Надо сфоткать, короче. Давайте. Эй, хомяк. Ты чё плачешь? А? Ты чё плачешь? Эй, кто там рычит на меня? Ты чё за бутуз? Ну, пацанчики. Ну, шестипалка наш. Красавец. О, красавец какой. Ой, красавец какой. О.
Лезет ко мне. Что, понравилось? Прыгает, играется уже. Сколько им дней? Им еще 3 недель нету. Что ты, малой? А? О, это девочка у нас. Девочка, которая к папе поедет. Вот она, девочка. Вот она, девочка. О, какая хитренькая. Ой, девчушка. О, девчушка. Кто тут ко мне лезет? Кто тут ко мне? Медвежонок. Медвежонок. Мальчик. Эй, ты чё кусаешь мои штаны? Чё кусаешь? Девчушка.